Добрый день. Жара на улице нереальная вообще, просто ужас. Стоит полностью у меня приоткрыто окно. Я не могу больше открыть, потому что здесь котиковое место, а на проветривание этого мало. А так как квартира большая, на две стороны у меня окна, какой-то там движ воздуха есть, поэтому и так поглядывает, так хорошо туда свежачок несет. Еле дождалась воскресенья, чтобы поговорить с вами на кучу тем. Ну, во-первых, то, что меня прям вот канодит. Вы же знаете, я люблю Донцову. Я люблю такие детективы легкие, которые там не столько дело в деле, как показано какие-то отношения между главными героями, какие-то, ну, в общем, наверное, возраст свой берет. Вот, и я смотрю, значит, эти легкие детективы, и там между ними идет реклама. Реклама какой-то соцсети. Так, я ни разу не дослушала, потому что у меня вызывает возмущение сама сюжет сам рекламы. Э, Где можно найти работу по душе. И, значит, женщина говорит, примерно, герои мужчина и женщина, примерно лет так 35-40. И женщина говорит, где бы можно найти такую работу, где бы можно, я не помню как там, чтобы работать до 5. Вот. И мужчина говорит, где бы, может быть, найти такую работу, может, ночью будет работа спокойней. Вроде как нормально. Ну и показывают, что они, значит, куда-то там зашли, кнопочки понажимали, и она прибегает домой, обнимает ребенка, рада, что она рано вернулась, и показывает мужчина такой склад, он охрана, и руки так закидывают, и на кресло опираясь, значит, пар США идет. Значит, она прибежала домой раньше на 2 или на 3 часа. Она за это время позанимается с ребенком, погуляет с ним, приготовит еду, постирает, уберет, приготовит все на завтра. Скажет фух и упадет. А он днем будет отдыхать, потому что он же с ночи. И в ночь он пойдет вот так сидеть на кресле. Вот что такая несправедливость? Хотя бы что-то другое показали, хотя бы показали там спокойнее ночью работа, а он, значит, студент, да, и будет там учить что-то. В общем, возмущаюсь да нельзя. И думаю, вот как когда-то я ехала в поезде, и вот тоже на эту тему, там, я была, ну, не знаю, молодая, как бы, до 30, а мужчина было уже, наверное, за 60. То есть, ну, просто как-то разговор. Вот, и мне так это запомнилось. Он говорит, мы когда с женой поссоримся, я ну, злюсь, я никуда не ухожу, ничего, я ложусь, отворачиваю стенки и просто лежу. Я тогда еще возмущалась, говорю, прекрасно, значит, а у них там двое детей. Нет, наверное, он моложе был, потому что дети еще школьники. Ну, не помню, мне он тогда показался очень зрелым. Вот. Ей, говорю, нужно все равно приготовить, кушать, приготовить на завтра. Ей все равно нужно убрать, ей все равно нужно пойти в магазин, ей нужно принести эти сумки, ей нужно выбросить мусор, ей нужно помыть посуду. Ей нужно решить, что дать детям, что дать ему, какую одежду. И если какой-то, ну это же советское время было, если какой-то ремонт одежды, то это тоже на ней. Вот. И я хочу сказать, невзирая на то, как мужчины говорят, мы вам технику всю купили и, в общем, пользуйтесь, да, какие проблемы. Да, жизнь облегчилась в физическом плане, но на умственном плане у женщин они бы с удовольствием расправили крылья и летели, но их мультик когда-то детский, тоже советский был, но их к земле тянет гравитация в виде обязанностей. Показывает мультик. Я, если найду, поставлю вам название. Э, Значит, в первобытно-общинном строе мужчина там, и я, значит, ну, я не помню его там до конца, как-то с сюжетами. И, в общем, приносит ей там мамонта, вот, и цветочек, что ли, а она после чистит кастрюлю. Там еще какие-то на протяжении еще каких-то веков, там в советское время показывают, там же мультики показывали, что тоже все
Она, значит, там он преподносит букеты, на коленях стоит, и кольцо, и все такое. А у нее, значит, эти кастрюли. Ну и последний там кадр такой, что они космонавты летят, все у них автоматизировано, и они в скафандрах летят в невесомости, он ей там предлагает, я не помню, каким образом предлагает, значит, рукой сердце, и так камера смещается, а за ней едут кастрюли. От того, что это мыть, ухаживать, думать, сводить там все на свете, куда кому пойти, когда пойти, что нужно сделать, что нужно купить, что уже нужно убрать. Это настолько загружает женский мозг, столько женщины работают головой для того, чтобы просто функционировало окружение, столько работы нужно переделать. Это пыль, это внимание к детям, к животным, к мужу, к родителям. Это вот когда мужчина говорит, говори, что нужно сделать, она должна это все решить, держать в голове, что кому нужно и как сделать. Ну, достаточно обидно. И чаще, причем вот чем больше женщина старается, но я не считаю, что прям это неправильно, когда говорят, что нужно быть послушной. И неправильно, когда говорят, никого не слушай, свои только границы. Тоже видео там было какое-то, что неравный брак. Ну, это старое. Девочка намного моложе мужчины, и мама этой девочки приехала к ним и, в общем, возмущается. Ну, там больше 20 лет разница. И они живут на съемной квартире. И мама этой девочки, ветер, мама этой девочки говорит, нужно купить квартиру, нужно там что-то такое сделать. А он говорит, там мы живем легко. И мама говорит этой девочке, иди на работу, иди, чтобы ты не зависела. Она говорит, я не хочу, я зачем, мол, замуж выходила. Не суть, не в этом. И она ему, мама вот это пилит, и она ему говорит, я хочу помогать тебе в работе. Тебе там нужно с кем-то поехать, что-то там подписать. Я вот завтра поеду. И она, помню я, что было назначено время на 3 часа дня, она спит. Он приходит и говорит, как так, ты не поехала, ты там... Она говорит, я не поехала, потому что я спала, а сейчас у меня маникюр. Он говорит, какой маникюр, эти дела? Ты сказала, что ты сделаешь. Ну, ты сказала, что ты поедешь, ты подпишешь этот договор. Я на тебя рассчитывала. Она говорит, я ничего не знаю, я записалась на маникюр, и я иду на маникюр. И потом она, значит, перед зрителями говорит, я считаю, что сначала я должна решить свое, все свои проблемы, свои дела, а потом уже то, что останется, там решать с другими. Ну, я тоже с этим не согласна. Конечно, должно быть какая-то ответственность. Вот ответственности мало учат. И мальчиков мало учат, и девочек, потому что мальчики начинают предъявлять какие-то претензии по отношению там, к весу девочки, к размеру ноги, я не знаю, к размеру губ или еще там к чему-то. Но сами не хотят вообще ничего никак, себя не хотят никак напрягать. Вот знаете, долго думала, рассказывать вам или нет, но, наверное, расскажу эту историю. Но тоже у меня не вполне согласна. Сейчас охрипла. Не вполне согласна ни с одной, ни с другой стороной. Как обычно, в любой семейной жизни нету такого, что кто-то прав, кто-то виноват. Да, иногда бывает кому-то просто больнее, а кому-то нет. В общем, история такая. Девочка живет в своем ее жилье. На нее оформлено. Она в браке, у них есть маленький ребенок. У нее там папа, мама, бабушки обе живы. Брат есть взрослый. И она, но они с мужем живут отдельно в этом доме, который принадлежит этой девочке. И муж ее, ну, можно сказать, даже не то, что гнобит, а
у него вот по факту получается, у него там нету мамы, давно нету, и нету своего жилья, и вот он живет у этой девочки. И как бы ни было, все равно мальчику это, ну, действует время от времени. И он пытается, он не знает другого способа, как поднять свою самооценку тем, что на нее гыркнуть. Раньше это хорошо проходило, когда они были юными, он был старше, она его очень любила и сейчас очень любит, невзирая на всякие сложности, которые были у них в семье. Многое прощает, и вот не дает она себе возможности расправить крылья. Но и он не дает себе возможности расправить крылья. И вот они, знаете, вот в этой вот клетке бьются, а крылья никто из них не расправляет. И эта девочка моментами начинает ужиматься, чтобы он расправил крылья. Но получается это сжатая пружина. Нету разговора, нету общения. Что, смотри, в этих случаях ты расправляешь крылья, а в этих случаях я расправляю крылья. Нету этого взаимосвязи такой. Да, возможно, оно задавнилось, возможно, нету, уже ушло то время, когда спокойно об этом можно было поговорить. Об этом, это вот выяснить и договориться об этом. Но я хочу сказать, что не бывает такого, что нельзя это решить. Бывают просто те методы, которые вы уже использовали, они не действуют. Вот как девочка мне говорит, у меня не получается там, ну, я дала задание, там не получается сделать. Не получается, все, я не буду это делать, я не хочу, не буду. А я ей объясняю, понимаешь, нужно получать, нужно делать шаги вперед. И иногда шаги вперед, такие как вот со страхом борются, со страхом самолета, вводят в транс и заставляют лететь и пережить это, когда колотится сердце, какие-то нервы, ну, жестко, да. Вот. Иногда шаги, которые ты не можешь делать, они, и ты их все равно делаешь, ты побеждаешь себя, делаешь, собираешь до кучки свое не хочу, не буду, вот, и все равно это делаешь, это нужно делать. И иногда то, что ты не можешь делать, так действует, и ты это делаешь, так на тебя действует, что ты начинаешь идти и дальше смело. Вот кто-то первый раз варит борщ, кто-то первый раз пришивает пуговицу и чувствует себя победителем, да? А кто-то в сотый раз там делает какое-то дело и чувствует только усталость и загнанность, потому что не другие, а он сам себя зажал. Вот прям просто зажал. Взаимоотношения полов вообще очень сложная штука. Его вот так с кондачка не решишь. Каждому свое. Вот я там недавно вспоминала Веру Алентову, «Москва слезам не верит». Вот она с мужем, муж занимался хозяйством, а она была такая пробивная. У каждого своя позиция в жизни. У каждого. В каждом домике свои комики. Все это понятно. Но вот наверное, мужчин просто вот воспитывают одинаково мальчиков и девочек, а должно быть по-разному. Мужчина, вот я некоторым людям говорила, что есть такое: жена мужу венец, а муж жене отец. Отец не в том смысле, что указывать, а в том смысле, что оберегать. И когда счастлива жена, счастлива вся семья. Не потакать капризам всем, не в этом совершенно дело. Но делать так, чтобы получала женщина удовольствие, желательно каждый день. Не обязательно физическое. Иногда удовольствие это там собрать, ну там, три, просто шатается дерево. Так приятно смотреть, ветерок начался. Три листика клена, да, и принести, сказать: вот я думала о тебе целый день, я там тебя люблю, обнять лишний раз.
что-то такое сделать, сказать, отдохни, я помою за тебя посуду. Вот что-то сделать для нее. Потому что мальчики, как бы вы ни воспринимали, девочки очень много для вас делают. И когда мужчине не хватает, эти женщины тоже так грешат многими, но мужчины стали чаще принимать женский тип поведения, когда мужчине не хватает внимания со стороны женщины, не хватает любви, не хватает заботы, он начинает капризничать, начинает ее гнобить, начинает выводить ее на эмоции, чтобы, значит, ну, набраться той энергии, которая нужна. Женское поведение, детское иногда, ну вот как-то так. Ну уже все, я наговорилась, уже аж горло хрипит. Прочитала недавно, ну я поставлю после этой говорилки свои кусочка. Лето заканчивается, как оно быстро прошло, как мы ждем это лето, но потом эту жару так тяжело переносим. Лето заканчивается. Ну, на этом все. Берегите себя, живите легко. Пока.